Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Роджер Федерер стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходил в Дубае. В финале 37-летний швейцарец одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счетом 6-4, 6-4. Для Федерера этот титул оказался 100-м в карьере. Он стал вторым теннисистом, выигравшим 100 турниров ATP после американца Джимми Коннорса, в активе которого 109 побед. Также на счету швейцарского теннисиста 20 триумфов на турнирах серии «Большого шлема», что является рекордным показателем. Барселона обыграла Реал со счетом 1-0 в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Единственный гол на 26-й минуте встречи забил Иван Ракитич. Каталонский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая составила 14 матчей. Напомню, в ночь на четверг Барселона также в гостях разгромила Реал со счетом 3-0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Каталонцы продолжают занимать первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 60 очков. Реал занимает третью строчку, в активе сливочных 48 баллов. Футболисты Лацио разгромили Рому в матче 26-го тура чемпионата Италии. Римское дерби завершилось со счетом 3-0. Голы забили Филиппе Кайседо, Чиро Иммобиле и Данило Катальди. Лацио набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. Рома, которая провела на один матч больше 44 баллами, располагается на 5-й позиции. В следующем туре серии А Лациали сыграет на выезде против Фиорентины, а Джаллоросси дома примут Эмполи. Сборная России победила команду Германии со счетом 26-18 в матче третьего тура чемпионата Европы по регби. У россиян удачные попытки на счету Германа Давыдова, Тагира Гаджиева, Юрия Кушнарева, Евгения Матвеева и Антона Сычева. Команда России занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Лидирует сборная Грузии с 12 баллами. Третьими идут представители Румынии, у которых 5 очков. В следующем туре россияне проведут гостевой матч с румынами 9 марта. Точные броски Никиты Кучерова и Михаила Сергачева помогли Тампе Бэй одержать победу над Оттавой в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5-1. Помимо россиян в составе победителей голы забили Виктор Хедман, Райан Макдона и Эрик Чернак. У Оттавы отличился Энтони Дюклер. Тампа продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 104 очка. Оттава занимает последнее, 16-е место. Следующую игру Тампа проведет дома против Виннипега. Оттава в гостях встретится с Флоридой. Победитель регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона московский ЦСКА в гостях обыграл подольский «Витязь» со счетом 3-1 в третьем матче первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. В составе армейцев шайбы забросили Максим Шалунов, Мэтт Робинсон и Антон Слепышов. У «Витязя» отличился Александр Евсеенков. В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой 4 матча. В 3 победили армейцы, в 1 «Витязь». В рамках Кубка Гагарина команды ранее не встречались. Счет серии до 4 побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Подольске. Люди с ментальными нарушениями встретились в товарищеском матче по гандболу между сборными командами Германии и Якутии. Матч прошел в столице республики. Подробности у Ольги Башук. Буря эмоций, предвкушение захватывающей игры. На поле встретились команды из разных стран – России и Германии. Особенность этих соревнований в том, что в составе команд присутствуют учителя, студенты, школьники и люди с ментальными заболеваниями. Это инклюзивный спорт, и мы вместе играем, мы одна команда, и каждый играет так, как может. Этот товарищеский матч – показатель того, как спорт стирает грани между людьми. Становится неважно, из какой ты страны и на каком языке разговариваешь. Здесь никто не гнался за победой, ведь самое главное – это искренние эмоции во время игры. Мне очень нравится, что люди, которые живут так далеко друг от друга, встретились, чтобы посоревноваться. Такой вид общения является важнейшим фундаментом взаимопонимания. Мероприятие состоялось благодаря договору о сотрудничестве между школами Гамбурга и Якутска. Вот это наш лозунг нашего сотрудничества. Значит, это мосты. И потом каждый человек, который принимает участие в этом проекте, это как мост. Мост между Германией и Россией. Значит, те, которые первый раз в России, они, конечно, побольше понимают, как люди здесь живут, что здесь очень хорошие люди. А те, которые из России, потом в Германии, они тоже такие опыты они получают. С каждым годом проект школьного обмена становится более многоаспектным. Особенностью нынешнего визита стал социальный проект, посвященный инклюзивному образованию. Ольга Башук, Григорий Хлопков, Якутск. Это были новости спорта. Всего доброго.